Так, ну, мы тут уже все разбираем. Смотрите, все сгнило, весь пол там. Смотрите, что творится. Вся изба такая была. Никогда не снимал здесь в кладовке. Не стараюсь как бы все показывать, но решил немножко тут тоже поснимать. О, смотрите, что творится. Здесь это все мы выносим. Здесь была яма. Раньше как бы на сенокос мы приезжали целую неделю, может 10 дней бывало там. Бывало 2 недели. Сено заготавливали. И картошку, молоко, творог в этой яме все держали. А сейчас уже, скажем, если я вот все венцы поменял, а тут не буду менять, эта плесень также будет размножаться. И, короче, я все это выкину подальше. Все доски уже сгнили. Кругом капканы. Это второй номер капкана. Номер 2. Этими капканами можно выдру поймать там, куницу. Только для выдры надо зубья, чтобы были. Вот. Раньше также много занимался петлями на зайце. Вот. И трос вот такой обжигаешь, она помягче становится. И вставляли вот такие троса. Ну, они тоненькие, это потолще. Вот. Ну, что еще тут можно вам показать такого сверхнесекретное? Это капкан номер, не знаю какой, кованный, самодельный. Это раньше кузнецы у нас ковали. Все на заклепках, самодельные, вообще самодельные капканы. И этим раньше мы ловили, как сказать, зайцу, лису. Все это ловили на капканы. Сейчас никого ловить, даже мышей в наших лесах не осталось. Все исчезло. Вот. Хотя промысловик не ловит мышей. А из леса все исчезло. Ну, это белок ловить там забивается, скажем, так, немножко сломано, он подлиннее, забивается в дерево и, короче, тоже, считай, капкан для горностая, для белок, для куницы. Так, ну ладно, сейчас мы дальше работаем. Вот эту хрень все надо выносить. Смотрите, что творится. Немножко так, немножко какой-нибудь пол сделаю, а так основное здесь, в принципе, сейчас ничего не хранит. Где не спетка для тая? Ноуле. Ужастик с этой я вообще, это я не знаю, вообще ни с чем не сравнить. Пипец. Вот так вот. Вилы. Это обычные вилы. Я думал, я уж потерял его, а оказывается рукоятка сломана была. А вилы здесь, я думал, кто-то унес, что ли, миногу искать. С собой взял и не принес. Бывает частенько такое, что вот забирают на полчаса и не возвращают. Ну вот, примерно так. Это еще надо вытащить. Здесь немножко уберем. Что-нибудь придумаю, какой-нибудь пол пошаманю. И будет новое. Пенопласт кусок. Всякое может быть, может и понадобится еще. Фуфайка. Сейчас такое уже не носят. Переноска тоже. Переноска. Когда станции это с собой вожу. О, подшлемник это дедовский еще. Дед еще для себя это как его шил, это из брезента у меня.
Это у калистратов Николая там светодиодную фигнюшку весной оставил. Надо обратно вынести в избу. Оказывается, он нарочно оставил для нас, на нашу избу. И мы, говорит, не забыли, это вам, говорит, оставили. Так что в избушку как-нибудь, куда-нибудь прикреплю. Так, здесь вот такая щель будет все продувать. Здесь граблям еще я еще уберу. Одним словом, будем еще дальше здесь заниматься. Эту перегородку разбирать не будем. Tulaan. En. Mitä sit se pian? Краткий обзор о проделанной работе за последние часы. Остатки, что от доски были тут у меня, я спилил и в кладовке сделал пол. Вроде нормально получилось. Две длины, потому что доски короткие. И вот такая картина. Очень даже смотрится
Здесь прибил доску, чтобы, скажем, дверь плотно закрывалась. Тут рейку поменяли. Не помню, уже говорил, не говорил. Так. Под доской пропенил. Да, в принципе, небольшие щели, что есть, это не столь важно. Потому что кислород должен поступать в избушку. Вон так, как смотрится. Немножко обратно отходит, но со временем я это подправлю. Тут уже постелили, как сказать, поролон. Подушки занесли. Все как было. Дрова для первой затопки. Сегодня стекло надо на окно поставить, чтобы не забыть. Привез ненужные утепленные, как сказать, от бушлата подкладку теплая. Ну, вдруг там придешь из леса, ты весь сырой, там переоделся, одел этот бушлат. Еще вот такая синтетика, тоже подкладка тоже. Пусть тут будет. Сейчас уже будем обедать. У меня кончились стройматериалы. Я имею в виду доски вот здесь. Вот смотрите, еще пол надо сделать. И досок нету. Что вот из обрезных осталось там 2,5 доски. 2 полных доски, там 3. Но я укоротил уже 3 с лишним метра, 3,20 наверное. И еще там рейку спилил. Вот такой остаток. Вот сюда для двери рейку спилил. Ну что еще? Сейчас мы займемся. Сейчас пообедаем. Как бы немножко пообедаем. Там Денис у меня каши варит, там суп готовит. Уха из консерва будет. И покушаем, поотдохнем и займемся кирпичами. Будем заносить кирпичи и установим уже эту буржуйку. Буржуйку установим. Все как надо поставим на место, где он будет стоять. И если что, можно сюда самодельные доски спилить. Пилить это очень просто. У меня вот тут еще бревна. Здесь бревна остались. Скажем, вот из этого бревна у меня получится 2 доски. Выйди, примерно 40-ка. Спилю, 2 доски получится. Горбыль уберу, потом 1 доска 40-ка, 2 доска и опять горбыль. Это с другой стороны. Так, штук 10 нужно досок. 1,5 на 1,5. Здесь 4 доски. 4. И там еще, и здесь. В принципе, наберется. Все наберется. Это самое главное, чтобы цепь была заточена как надо. Здесь вот я уже для складовки там подкладки делал, там вот уже пилил. Вот. А сейчас будем мы отдыхать. Тучи кругом уже, видимо, дело идет к дождливым погоде, дождливой. Но основную работу мы наружную все закончим сегодня. И нам дождь не страшен. Жар. Жарко надо. Жар же. Жар же. Там жар.
Тулан. Сейчас и тебя накормим. Майонеза жалко нету сегодня. Ну что, на обед сегодня суп, консервы, сардина или сайра. Сайра. Рецепт прост, по-простому. Картошка там и макароны. Приправ никаких нету. В томатном соусе сам по себе такой вкусный суп. Ну вот, майонез не помешало бы, конечно. Я уже начал там строить печку, как бы ставить. 3 ряда поставлю кирпича. И еще, наверное, может 4-й ряд, может что-то еще придумаю. И установим уже печку на него. Будет там стоять. Думаю, 4 ряда, если поставить, там безопасно будет. Печка будет стоять, кирпичи на полу. И на кирпиче буржуйка. По высоте посмотрю, 3 ряда или 4 ряда поставить там. Насколько высоко поднимется печка. Очень вкусно. Ладно, ребят, сейчас мы пообедаем и дальше работать. Надо сразу Тулану, чтобы остыло, сделать супчик. Ребят, вы видели, я старые кирпичи, чистил со старых кирпичей глину там, раствор. Там уже готовый. Видите, как быстро все получается у нас. Как же это сказать-то? Раствор получается, разбавляем с водой. Без комочков, без ничего. Ну, может, кирпичики там, осколки кирпичей попадут еще. Немножко глина вон темного цвета. Это сажа там и все всякое. Мы сами поняли, наверное. Вот так вот. Последний ряд я поставлю на раствор. И уже туда поставим печку. 3 ряда решил поставить. В принципе, думаю, хватит нам. Блин, солнце. Думаю, нам хватит. Думаю, нам хватит. Противопожарное там все рассчитал. Если что, 4-й ряд без проблем можно добавить, или даже можно 4-й ряд, один ряд в печку кирпичи поставить, потому что там позволяет, место есть. И ничего не случится. Пол не должен ни в коем разе загореться. Вот, смотрите, за буквально там 3 минуты у нас получился такой раствор. Вот. Видели, какой? Он должен быть как сметана. Ну, комочков, конечно, хватает, но это по ходу дела я там буду убирать, выкидывать. Вот. Ну, вот
такая конструкция. Вот. 3 ряда. Вот этот ряд я сниму и уже буду класть на раствор, чтобы не так шевелилось, что ли, так заденешь или еще. Ну, в принципе, сейчас покажу, установим, покажу, как все будет выглядеть. Вот так будет он стоять. Вот такие дела, ребята. Чуть-чуть налево. Чуть-чуть косо. Эта сторона повыше. Если по уровню так немножко присмотреться. Ну что еще тут? Последний ряд я на раствор взял. От стены до печки ровно 50 сантиметров. 50 и там 50. Это, думаю, безопасный вариант. Ну и можно еще вот начал уже там кирпичи ставить там ради безопасности. С 2 углов хотя бы. А здесь будет труба стоять. Дырку уже сделать придется вот тут. Где-то тоже пошире. 50 на 50, наверное. Но это уже совсем другая тема. Это уже следующий поход будет. Ну что я еще хотел еще вот на эту плиту под печку поставить. Но он, знаете, неровная. Там ровности нету. И оно вообще криво стоит. Короче, не стал уже ставить. Вот. Ну, примерно так. Вот такая работа. Вот так будет смотреться от наров. Не так близко к нарам. Что еще? Только трубу ставить. Сейчас главное, чтобы не забыть, надо померять примерно сколько длиной трубу принести где-то вот тут, наверное, метр, потом 2 метра поставлю. Здесь где-то соединение 2 труб будет, на болты прикреплю. Все так же покажу. Так что продолжение будет дальше и дальше и дальше. Фильмы будут выходить непрерывно. Ладно, сейчас буду мерять, что к чему, сколько надо мне привести трубу там по длине.